нее сияние, лучи в разные стороны, представляете? Вот так явилась икона. Ну, конечно, молва разнесла, что это явилось, это же вообще чудо, действительно, да? Вот. Ну и в честь этого там поставили храм, вот, и потом была образована Ключевская пустынь, приписанная к нашему монастырю. Значит, эта территория была Алашского уезда. Что же произошло? Почему мы говорим, что вот она чудотворная? В 1848 году такая страшная беда, трагедия случилась. Началась эпидемия холеры. Люди умирали, старый, млад, в страхе жили. Вот действительно драма такая, что же делать? Ничего не помогало. И благословили 9 августа принести эту икону. Ее приносят сюда крестным входом, обносят весь город, совершают молебны. И совершается чудо. Останавливается эпидемия. Перестают люди умирать. Великая радость. Кто болел, все исцелились. Вот такое чудо явилось здесь Богородица. Мы представляем Звельскую школу номер 1. Мы приехали сюда впервые, и сегодня для нас интересный, не просто интересный, праздничный день, потому что мы сегодня для себя открываем Алатырскую землю, православный Алатырь. Сегодня мы испытываем, ну, не только я, и дети, наверное, все испытывают необыкновенное чувство, потому что мы прикасаемся к святыне, мы прикасаемся к Богу, Божьей Матери, ко всем святым, у которых просим все самое сокровенное, все, что волнует, все, за что мы переживаем в этой жизни. Ну, а мои ученики, наверное, некоторые из них сегодня приехали сюда для того, чтобы открыть для себя Господа Бога, и чтобы Он поселился в их душе навсегда. Сегодняшняя поездка мне запомнится надолго. Сегодня я узнал много нового, то что в Алатыре есть монастыри, храмы. Прикоснулись мы сегодня к разным святыням, попросили Господа то, что нам нужно. В 30-е страшные и раньше даже. О вы, о служители Бога, на вас ополчился народ. Он обманут вождями, теми, кто так нареклись. На вас ополчился он рьяно, не зная своей слепоты. Народ был похож на стадо, идущим за лжежаком. Страхом, обманами приказ: не иди за Христом. Приказ разрушать его храмы. Приказ убивать его слуг. Приказ подменить идеал. Огонь, что ли? Меня зовут Соловьева Мария. Я ученица Карапинской школы Ханарского района. Также я воспитанница воскресной школы при храме всех скорбящих радостей. При нашей воскресной школе действует 45-й отдельный сводный отряд скаутов-разведчиков. Этот отряд единственный по всей Чувашии. Поэтому на всяких слетах, лагерях и конкурсах мы представляем честь нашей большой республики. Также
Ивана Андреевича Кабалина в городе Канаше. Мы участвовали в конкурсе. Нам очень понравился этот конкурс. Мы готовили на него стихи. Стихотворение Сергея Бехтеева «Николай II». В те дни, когда мы все так низко пали, везде мне грезился священный образ твой, с глазами, полными божественной печали, с лицом, исполненным небесной добротой. Тебя жалеть я не могу, не смею, ты для меня по-прежнему велик. Перед тобой, мой царь, я вновь благоговею, и больно мне глядеть на твой державный лик. Слепой народ, обманут лжецами, за чистоту души твоей святой, тебя кляну постыдными словами. Казнь требовал. Над кем же? Над тобой. Не так ли пал и царь коварный иудей? Мессия истины, народная мечта, и Бога своего преступные евреи распяли на доске позорного креста. И царь был осужден на пытки рабской казни. Над божеством глумился весь народ, и люди изверги убили без боязни того, кто создал мир, моря и небосвод. Пройдут века, но подлости народной со страниц истории не вычеркнуть года. Отказ царя, прямой и благородный, пощечиной вам будет навсегда. Все скорбящих радости и обидимых заступницы, и алчущих питательницы, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных по крови заступницы, жезли старости, Матерь Бога Вышнего, ты си пречистая, больше всего молимся, спасися рабом твоим. Елена Ивановна, да, вот говорят, случайностей в жизни не бывает. Вот мы с Ириной Николаевной встретились в церкви, и она мне предложила, говорит: Елена Ивановна, у вас есть кто-нибудь, кто хорошо стихи читает? А я сама вообще в детстве всегда очень любила читать стихи. Была победительницей на всяких конкурсах чтецов, книжки. И я как-то подумала про себя, говорю, есть. Я говорю, я. Она говорит, нет. Это возраст 10-25. Я говорю, есть. У меня дети есть. Я даже не предполагала, во что вот это предложение выльется. Потому что вот я столько для себя, лично для себя узнала нового, это не передать вообще никакими словами. Мало того, я теперь еще от того, что я это знаю, я теперь всем другим еще рассказываю и горжусь этим, что я это знаю. И вот получилось, вы знаете, вот какое-то провидение. Вот дочку мою Лиза зовут. И я вдруг машинально в подборке увидела стихотворение, посвященное Елизавете Федоровне. Я посмотрела текст. Потом вдруг Ирина Николаевна говорит, возьмите подборку, посмотрите. Фильм посмотрела, прочитала. Мне стало безумно интересно. А когда мы сидели дома, а я, поскольку она Елизавета, то я ей купила икону в честь святой великомученицы. Я понятия не имела, кто это вообще такая. Видела только Елизавета Федоровна Алапаевская. И вдруг, когда я в фильме увидела, что вот ведущий говорил, что ее убили, в общем-то, вот в этом, вы знаете, у меня прям какой-то холодок. Я вот так переворачиваю икону и вдруг вижу Елизавета Федоровна Алапаевская. На фотографию смотрю, говорю, Лиза, так это же вот мы про нее с тобой сейчас изучали и читаем ей стихи. И у меня прям вот такая, знаете, гордость какая-то за те познания. И вообще, вот библиотеки национальные большое благое дело делают вообще. Я Ирине Николаевне еще сказала, Ирина Николаевна, вам надо просвещать не только молодежь, но еще и взрослое население. И было бы очень здорово, если бы вы еще такой конкурс провели 50+. Я тогда точно буду участвовать. Правда? Потому что когда взрослые вот сами ищут и еще детей привлекают, вот эта вот духовная нравственность возрастает в 100 крат. Да, и дети с родителями объединяются. Объединяются. Как она у меня сначала не хотела, говорит, ты почему все за меня решаешь? А я думаю, нет, я тихим сапом, как говорится, но буду ее. И я вот даже смотрю, вот сейчас прям вот совсем другие. И вот эти поездки.
когда мы приехали к вам на конкурс, я 2 секунды еще, я люблю много говорить о том, нас привезли в Свято-Троицкий монастырь на заливе, и потом на Владимирской горке тоже, в монастырь женский. Я знала, что они есть, но я там никогда не была. И вот благодаря опять тому, что вот отец Александр нас и туда, и сюда повел, и мы там побывали, и столько интересного узнали. Вот все равно говорят, неисповедимы пути Господни. Да, Господь так что вам всех к себе ведет. всех к себе берет. потихонечку, Вам да, здоровья ведет. крепкого Спасибо, Господи. и просвещения дальнейшего не только детского, но и взрослого населения. Я думаю, этот проект еще продолжится. хорошая идея. Будет 50 плюс точно. Я приду. Спасибо. Спасибо. Меня пригласили этот проект. Очень много, конечно, узнал. У нас в Ячковском районе только один единственный новомученик, исповедник Амфилохий. Да, 2 октября мы каждый год служим соборно. А вот здесь, конечно, в Алатыре, да, очень много, и в каждом храме, тем более вот Рождества Пресвятой Богородицы, как отец Владимир рассказал, что вот от этого началось. И вот побывали мы сейчас вот в мужском, там сколько вот святых мест, святых каких мощей приложились. И рассказали, вот батюшка тоже очень хорошо, конечно. Ну, так и мы вот с молодежью, конечно, должны чаще выезжать и показывать, и узнавать, и самим, конечно, очень много узнаем от рассказов старших и батюшек, и местных жителей, конечно, много узнаем. Поэтому мы тоже, конечно, должны научить ездить молодежь, и не надо лениться, конечно, да, это у нас так немножко есть, что, ну, вот, что священнослужителю времени не хватает, и большинство и требует, и служба. Вот, а вот таких, конечно, местах тоже надо побывать, историю мы должны знать. Православная книга «Путь к читателю» – проект очень мудрый, добрый, своевременный и очень нужный. Потому что ни мы, ни наши дети не должны вырасти Иванами, не помнящими родства. Это наша история, это наша память. И благодаря тому, что город Канаш, центральная библиотека, храм всех скорбящих радость, воскресная школа при нем, и благодаря нашему Сотрудничеству такому тесному. Да, разностороннему, мы так много всего узнали. И благодаря тому, что в нашем фонде хоть временно, но оказалась православная литература, та, которая нам и не снилась, читатели наши просто с удовольствием читают, оставляют отзывы и благодарят за этот замечательный проект. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и, конечно же, мы постараемся, чтобы наши ребята еще принимали во многих-многих конкурсах в Национальной библиотеке. Спасибо большое.